29-я с начала года ярмарка сельхозпродукции развернулась на центральной улице Асканова в Карабулаке. Палатки с наименованием крестьянско-фермерских хозяйств заманивают местных жителей самой разной продукцией. Принцип «кто не успел, тот опоздал» здесь относительные, продовольствия в избытке, хватит всем. Вот несколько палаток, заполненные бараниной, говядиной, курами, колбасными и другими изделиями. Чем обычно лучше таких дарено. Ага, звешь базы фудуака фудуха. 480 можно. ГУПы Нестеровская и Асканова со своей продукцией устроились рядом. От желающих закупиться пшеницей нет отбоя. Мешок за мешком. Прямо на глазах опустошаются грузовые машины. Золотистый урожай с ингушских полей можно забрать по приемлемой цене. Кила тумдих, тон это исуху. На дикда есть на хади кулк мди даря да вештка юхдо куш койт пядочка да. Кам дешевле, да? Крестьянско-фермерское хозяйство Евлоева-Хава представляет молочную продукцию: сыр, топленое масло, молоко. Главное наше преимущество – низкие цены, надеюсь. Низкие цены, конечно, все натуральное и домашнее. Это мужская продукция. С первый раз яйца, но вроде... А мяхо мышки? Мяхо, да, реально. 250, на базаре 300 стоит. Мясную продукцию на продажу привез Магомед Героев из селения Галашки. Килограмм 250, что устарый день дороже был время. А дерматься до сюда легко твоя бьет. Что воба бьет. Мяхо подавать. Для мяха дихман е 500 рублей кило долларов легко твоя. Картофель, морковь, сахар, мука, много разного меда с ингушских пасек. В палатках с прилавками можно приобрести и соленья. Свою продукцию представил и сад «Гигант». Цены на эти товары ниже рыночных, делятся посетители. Люди вот ждут с нетерпением, когда ярмарка халар сатуш хунах риханашнах доктору ят. А вот ярмарка хочу вот ярмарки хабиш сагават. Шетерим хаджават и сам хушват. Сельхозярмарка проводится Министерством сельского хозяйства совместно с муниципальными властями по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Следующая ярмарка у нас будет в субботу, это 24 декабря возле Аланских ворот. Адам Мережков, Али Зязиков, Новости 24.